Ровно год назад в Бразилии состоялся турнир UFC Fight Night Мачидо против Мусаси. В рамках этого вечера свой дебют в главном промоушене планеты провел совсем молодой россиянин Альберт Туменов. Первый блин для Эйнштейна вышел комом. Раздельным решением судей победу одержал местный атлет Ильдемар Алькантара. Через 3 месяца Туменов снова вышел в октагон. На этот раз ему противостоял американец Энтони Лапсли, и уроженцу Кабардино-Балкарии понадобилось меньше 4 минут, чтобы нокаутировать соперника. Затем были еще 2 убедительные победы: быстрый нокаут канадца Мэтта Дуайера и победа раздельным решением над шведом Нико Мусоки, которая состоялась совсем недавно. После победы в Стокгольме, где, кстати, красивую победу одержал и Майырбек Тайсумов, Туменов попросил руководство UFC, чтобы те позволили ему сразиться с бойцом из топ-15. Немножко скован, но уже со второго раунда я нашел ритм и показал нормальный бой. Я надеюсь, всем зрителям понравилось. И честно, у меня был план работать джебом. В первом раунде я чуть-чуть задержался, но со второго раунда я приспособился и просто поработал по плану. Спасибо. Я бы хотел поблагодарить всех моих друзей, которые приехали сюда. Спасибо вам большое. Также я хотел попросить UFC дать мне бойца из топ-15. Я бы хотел выйти против таких бойцов, как Рик Стори и Кондит. С любым я готов. Также эту победу я бы хотел посвятить своей маме. Альберт Туменов, без сомнения, один из ведущих российских бойцов, и мало кто догадывается, что тренируется он вот в этом небольшом спортзале, который располагается у него дома. Причем и сборы он проводит именно здесь, выезжая лишь накануне поединков. Если я пока прогрессирую здесь, если я не стою на месте, если я чувствую, что я расту, я пока попробую здесь. А если я почувствую, что я не развиваюсь, я, конечно же, посоветуюсь с отцом, посоветуемся с моей командой и примем правильное решение. А здесь, как бы дома, все равно дети там, ну, кто со мной тренируется, ребята, они тоже растут вместе со мной. И это тоже дополнительная мотивация, знаешь, там, выходишь утром пробежаться и видишь, что с тобой уже там человек 5-10 хотят тоже заниматься. И просто хочется развивать вообще спорт в нашем селе, в нашей республике, в нашей стране. Бойцовский клуб «Бастион» образован отцом Альберта Хусейном, который с детства увлекается боевыми единоборствами. Он даже специально открыл магазин, чтобы на доходы отправлять своих воспитанников на различные соревнования. На Кавказе часто можно встретить людей, которые всю жизнь усердно тренировались, при этом нигде не выступая. Спорт становится для них некой отдушиной, и они не могут прожить и дня без тренировок. Как раз из такого типа людей и Хусейн. Хотя, конечно, он тоже хотел бы выступать на турнирах самого высокого уровня, и наверняка у него бы это получалось очень даже неплохо. Однако в силу объективных причин спорт долгое время оставался лишь увлечением. Я не хочу там в упрек отцу туда-сюда. Отец мой не воспринимал это. Я пытался заниматься, сам. Так. Не определенно ничем там конкретно. Немножко там ушу занимались, карате. Я мог, например, 70 раз подтянуться мог. Я на руках мог со школы домой на руках прийти. И то не просто на руках. В то время было, вот вы это время не застали, но в наше время, в нашей молодости, карате было что-то из области фантастики, что-то такое. И мы набивали себе руки, да, вот, занимались там этим, интересно было. Я на кулаках мог прийти из школы домой, не просто на руках. Так занимался. Отец не воспринимал, бедный. Он сам такую жизнь прожил, он не понимал этого. Он говорил: не надо это тебе вообще, зачем ты глупостями занимаешься. Вот теперь уже, когда сам, в силу обстоятельств, свое время прозевал, хочется хоть, чтобы дети что-то моили, там, свои или чужие, я работаю с ними, я живу этим. В детстве Альберт болел и перенес несколько операций. Большинство родителей наверняка оберегали бы своего ребенка от любой нагрузки, но только не Хусейн. Уже в 6 лет он отдал своего сына в секцию карате Кёкусинкай. И это несмотря на то, что в семье у них всего 2 детей – Альберт и его сестра. 3-4 наркоза получил, операции разные.
Там очень много болел Альберт. Каких только болезней не было. Но именно вот я и тогда был уверен, и сейчас вот, уверен, что именно спорт может вылечить любые болезни. Вот я же буквально опять же говорил, вот сегодня не только Альберта, Биберта, вот он чемпион мира, первый у нас чемпион мира хоть по молодежи, но первый чемпион мира в республике стал. Буквально 3 года назад у него суставы болели, говорили, что вот нельзя вообще спортом заниматься, никаких нагрузок, врачи. Ну, я на свой страх и риск не прекратили ни один день, все занимались спортом, ну, делали лечение народными средствами, там, ну, больше спортом. Он через боль терпел. Я тоже внушал, что надо игнорировать боль, надо терпеть. И на сегодняшний день с помощью Аллаха все нормализовалось. Я тренировался карате, но я каждое утро тренировался дома с отцом. И вот здесь есть поле, мы каждое утро бегали, он со мной вместе бегал. Постоянно разные тренажеры, все делал, ну, мне, чтобы я развивался. На протяжении, я вот сколько себя помню, когда я учился в школе, я не помню, чтобы я утром вставал и не тренировался, и так не шел в школу. Постоянно мы тренировались дома. И как мне отец играет самую главную роль в моей жизни, потому что без него я не знаю, кем бы я стал бы, там, я не знаю, стал бы я спортсменом вообще. Ну, с помощью Всевышнего, с помощью моего отца я стал на этот спортивный путь. У Альберта и его отца всегда была мечта выступать на самом высоком уровне. И если ты боец смешанного стиля, то необходимо стремиться в UFC. Но для этого молодому парню необходимо было показать себя в организациях рангом ниже. За 3 года он провел 10 профессиональных поединков и в 9 из них одержал победы. 26 октября 2013 года в Москве на турнире Fight Nights Эйнштейн нокаутировал небезызвестного нашему зрителю бойца Ясубея Эномото. После победы над швейцарским самураем Туменову предложили контракт с UFC. Я очень долго этого ждал, даже не могу сказать, какие у меня чувства были. Сначала как-то не верилось, я пока не поехал туда, как бы не осознавал всего этого, да. Конечно. И когда уже там оказался, когда момент боя, уже понял, что я в UFC. Помощь в организации съемок этой программы оказали болельщики футбольного клуба «Спартак» Нальчик, которые вместе с нами посетили Туменовых. А лидер фанатского движения «Спартака» Мурат Мизов вручил специальные презенты бойцу и его тренеру. Хотелось бы поблагодарить вас за такого прекрасного сына нашего, что вот честь держите нашей республики, нашей страны. Вот, дай Бог больше возможностей нам всем, чтобы мы имели вот таких, как Альберт, воспитывать бойцов в жизни, скромных, а на ринге таких крепких, бескомпромиссных людей. Встречали же нас у дверей в бойцовский клуб «Бастион», воспитавший уже не одного спортсмена высокого уровня. В этом спортзале тренируются в 3 смены. Здесь готовят не только бойцов смешанного стиля. К примеру, племянник Альберта Биберт – первый чемпион по боксу в Кабардино-Балкарии. Он тоже работает здесь и помогает Альберту готовиться к своим боям. Каждый человек индивидуален. Одному необходимо, чтобы его постоянно подстегивали, другой в этом не нуждается. И даже без надзора тренеров он будет максимально ответственно подходить к тренировкам. Эйнштейн относится как раз ко второму разряду людей. С 6 лет, отец мне прививал это дисциплину. И знаете, что помогает в том, что соблюдать дисциплину, ты просто видишь, что сколько людей вложили в тебя, в меня, в свой труд, и не хочется их подводить. И с дисциплиной, я думаю, там у меня таких каких-то проблем нету. Даст Бог, дальше будет еще лучше. Как было сказано выше, свои сборы Альберт тоже проводит дома, в родном селении Бабугент. Он тренируется в 3-разовом режиме, никуда не выходит и за 2 месяца до боя становится практически недоступным. Когда уже выступаешь на самом высоком уровне, осознаешь, что если ты будешь ходить там, пить чай где-то с кем-то, с друзьями, да, постоянно там ходить, у тебя ничего не получится. Когда у меня 2 месяца остается до боя, я почти из дома не выхожу, у меня один день, воскресенье, так иногда
уезжаю в город, там могу посидеть, пообщаться с друзьями. А так 6 дней в неделю, 3 раза в день я тренируюсь. Большинство своих боев Альберт проводит в стойке, и из-за этого многие считают, что у него слабая борьба, но это далеко не так. В свое время он занимался вольной борьбой, хорошо овладел грэпплингом, а уклон делает на ударную технику, потому что спорт прежде всего для болельщиков, а они хотят зрелища. В UFC очень важна зрелищность. На первом месте зрелищность, независимо от того, ты выиграл или проиграл, если ты выступаешь, ты зрелищный боец, ты востребован. А во-вторых, я вообще с детства я очень люблю ударную технику, вообще всегда у меня это было преимущество. Одно время у нас здесь борьба была. Альберта не то чтобы отдал, Альберт уже в возрасте, уже лет 17-18, когда было, может, давай борьбу подтянем. И борцы были, и я отдал туда его. У нас хороший тренер был, он мир выигрывал тоже по молодежи, Вольник. И когда я отдал Альберта туда, он вообще был в восторге, он говорил, он на лету все схватывает, пожалуйста, оставь его в борьбе. Но потом он уже был в смешанных видах, он уже выступал по смешанным, по Pro-FC. Зрителям всегда нравятся ударники. Альберт уважает предпочтения болельщиков. При этом он всегда грамотно выстраивает план на бой. И как раз из-за своего интеллекта его и называют Эйнштейном. Хотя еще задолго до прихода в смешанные единоборства в начальной школе учительница дала Альберту прозвище в честь его знаменитого тезки. За 11 месяцев Туменов провел 4 поединка под эгидой UFC. Немного отдохнув после последнего боя, он потихоньку начал втягиваться в рабочий процесс. Его задача на этот год – заметно подняться в рейтинге, чтобы уже в году следующем ставить перед собой еще более высокие цели. Когда я проиграл первый бой на UFC, потом я приехал домой и думал насчет всего этого и сказал себе, к концу следующего года я должен быть в топ-10, топ-15. И пока у меня все получается, и к концу этого года хочется быть в топе, и уже со следующего года претендовать на титул. С помощью Всевышнего пока получается, и я думаю, я не буду сбавлять оборотов и буду выступать еще лучше. Наше интервью с Альбертом получилось достаточно длинным, и в конце он сам изъявил желание обратиться к чеченским любителям смешанных единоборств. В соцсетях, ВКонтакте постоянно очень много людей из Чечни пишут, поддерживают. Хотел бы их поблагодарить. Спасибо им большое, я благодарен. И всем большой салам. Увидеть Альберта чеченские болельщики смогут в Колизее 28 февраля на ACB 14 и 14 марта на турнире «Грозные бои», куда он обещал приехать в качестве гостя.